Каждое утро я молюсь, что я живая проснулась. И молюсь перед сном, чтобы я проснулась снова. Боюсь смерти, но это же все-таки когда-то случится. Но я недавно вот размышляла в том, думаю, нужно жить полноценной жизнью. Но это неполноценной жизни не значит, что туда-сюда, да? Нужно правильно как-то, красиво. Я так сделаю, чтобы это после меня обо мне только хорошие говорили. У нее красивое имя, и среди бурят нередкое, хотя имеет тибетское происхождение. Падма по-тибетски лотос, символ чистоты и сострадания. Ханда – дакини, женщина-божество или идущая по небу. Очень ответственный момент на сцену выходить. Всегда я молюсь, такая, хоть бы на этот раз у меня голос не подводил, в душу и пела как-то. И чтобы, самое главное, моя песня доходила до зрителей. Вот такое ощущение у меня бывает. Я очень боюсь. Я вообще, когда маленькая была, пела, а потом где-то после 5 класса у меня начались вот это стеснительность. Вообще не хотелось перед никем выступать и петь. Я так стеснялась, и меня тогда насильно как бы на сцену вытащили петь. И я так испугалась. И потом думала, больше никогда не буду на сцену выходить. Бурятская народная песня «Алгошиный дом» поет Падма Ханда Аюшеева. Без этой певицы не обходится ни один значительный концерт в Бурятии, правительственный тем более. Падма Ханда Аюшеева – представительная артистка. Каждый раз, выходя на сцену, она представляет не себя, а лицо Бурятии. Где бы эта сцена ни находилась – в глухой сибирской деревне или в шумном мегаполисе. И это не имидж такой, это природа такая. Падма Ханда родилась во внутренней Монголии. Это автономный район на севере Китая. В 30-х годах прошлого века многие бурятские семьи бежали туда из Советской России от ужасов коллективизации. Чтобы не раствориться в чужой стране, беженцы поселились в одном из аймаков внутренней Монголии. Они назвали его Шиныхэн, что по-бурятски означает «новое место». Когда дедушку Падма Ханды привезли на новое место, ему было всего 8 лет. Но всю жизнь он тосковал по родине и завещал своим детям и внукам вернуться туда. Мой дедушка, он наказал, чтобы мы обязательно сюда переехали. Он уверен был, что мы здесь будем хорошо жить. Падма Ханда росла в глухой деревне, где не было электричества. Когда в 1986 году открыли границу и в Шиныхэн приехала родственница из Бурятии, девочка впервые узнала, что такое губная помада. Помню, весь деревню нашего двора вот так чистили, наш дом белили, красили к ее приезду. И когда она приезжала, она в очках, у нее почему-то глаза были такие зеленые. И мне жутко интересно было, когда она каждый день вставала и красилась. В то время, когда я маленькая была, краской я вообще не знала, чем красить себя. Потому что я помню, красная вот эта бумага была, я вот эту мочила, вот этим я губы красила. Беру там, я не знаю, какую-то черную
с карандашом или чем-то. Я помню, брови красила. И губы, красной бумагой так губы дотерешь, и потом сюда. И думаю, ой, я какая красивая. Исполнить наказ дедушки и вернуться на историческую родину всех бурят семья Аюшеевых смогла лишь после распада Советского Союза в 1993 году. Бадмаханде было 14 лет, когда она впервые увидела другую страну. Я даже не знала, что Россия еще какая-то страна бывает, честно говоря. Когда я маленькая была, вот, скажем, до 1 класса, такой же информации не было. Я почему-то думала, что этим же нашим Шэньхэном заканчивается весь мир, как бы. Я думаю, это стандарт, что у всех людей должны быть черные волосы, там, скажем, черные глаза, ну, как наши азиаты. А я не видела никогда европейцев, и мне так... Вообще, я так испугалась, я помню, я спряталась за мамой, потом потихоньку так выглядывала. Если мир Шэньхэном и заканчивается, то в смысле покоя и тишины. В других частях света с трудом можно отыскать островки безмятежности. Но один такой Бадмаханда знает. Это заимка родителей в живописной Тугнуйской долине. Всего 90 километров от города окажется это дом на краю света. И только телеграфные провода напоминают о том, что ты все-таки привязан к цивилизации и никуда от нее не денешься. Но здесь цивилизация на первый план не рвется. Здесь цивилизация на культуру работает. Вековую, традиционную, национальную. Телевизор по спутнику на канал внутренней Монголии настроен. Канал, у которого одна программа максимум. Как можно больше красивых песен в эфир выдать. Телевизор – единственное развлечение в доме Аюшеевых. На другие у них просто времени нет. Во дворе только овец 300 голов, и всех накормить надо. Но на хорошую песню всегда время найдется. Я никогда не думала, что моя дочь станет большой певицей, но так как она любила петь, я учила ее петь песни, которые знала сама. Дарья Мадамдиновна пела песни и записывала свой голос на магнитофон, чтобы, когда ее не было дома, маленькая Бадмаханда могла их слушать и запоминать. Песни народные – это же мелизм незабываемый. Я помню, я всегда любила их слушать, и под их эту музыку так засыпала сразу. Я вообще в этом и в песнях я росла. Не я одна, конечно, в Шэньхэне пою. Народное пение там все поют. Там все поют, потому что петь для бурята – это так же естественно, как дышать или ходить по земле. Сколько зарыто в шэньхэнской земле певческих талантов, одному Богу известно. Но Бадмаханда свой талант не зарывает, она его развивает. И это не просто везение, это карма такая, хорошая. Ничего просто не бывает. Вот кто-то где-то заметил, и кто-то сказал, потом приехала, потом так удачно поступила в школу. Песни из детства Бадмаханда записывала в тетрадку. Когда семья отправилась жить в Россию, свой песенник девушка взяла с собой.
Сначала она пела соседкам по комнате в лицее-интернате, куда ее с трудом удалось устроить. В начале 90-х иммигрантов из Шэньхэна в Улан-Удэ было слишком много, и свободных мест в единственной школе, где говорили на бурятском языке, уже не было. Но учителя пожалели девочку и оставили учиться в интернате. Потом слух о вокальных дарованиях Бадмаханды Аюшеевой дошел до руководителя фольклорного ансамбля и директора интерната Клавдии Шалуновой. И ей сказали, что я пою. Она меня позвала и проверила. Ну, девочка может, оказывается, петь. И она взяла меня прямо. Это все будешь петь, приходи каждый день. И мне нравилось, каждый день мы занимались пением. И вот так и все началось. В большинстве своем она хорошо исполняет народные песни, но ей надо еще учиться и учиться, чтобы освоить все нюансы народного пения. Голос у нее поставлен, и как правильно петь она знает, но все же мелизм изучила не до конца. Да, у меня мама критик. Но она вообще, конечно, большой критик для меня. То, что все люди, конечно, могут то, что хорошее говорить, а минус не говорить, да, чтобы... А мама всегда начинает все с минусом, хотя она гордится, там, я знаю, ей нравится, как я пою, но она будет все время говорить, что это не так, так все делаешь. Ну, когда я маленькая была, она вообще такая... Она вообще учительница была жесткая, как бы ее все боялись. Я дрожала на ее уроках. Она нам преподавала язык старомонгольской письменности. И она, конечно, то, что я какое-то задание, если я не выполню, она, конечно, меня могла бить немножко, но все так делали тогда мамы. Вот. А сейчас, конечно, она меня не бьет, но словами как бы. Я вообще себя считаю, я папина дочь. Кажется, все папы так к дочерям относятся нежно. Он так долго меня ждал, целых 5 лет. Все мальчики и девочки, вообще он хотел удочерить у кого-то, у соседей или у родственников. И раз я родилась, для него вообще бесконечной радости. Сейчас у папы еще одна бесконечная радость – внучка Уяна. Ее даже бабушка Дедыгма балует, которая всю жизнь отличалась строгостью в воспитании внуков. Конечно, немножко сложнее, надо ее каждый раз оставлять. Когда уезжаешь от нее, вообще прямо сердце прямо прыгает. Да. Потом, с другой стороны, когда я ее родила, я лучше стала петь. Много пою, и не устает у меня голос. И также уже смысл жизни совсем по-другому. Когда-то я просто для себя работала, жила, а теперь уже для кого-то. Уже стараешься много. Если это хорошо не буду делать, эту работу не буду до конца делать, для меня уже там за мной дочка, уже ответственнее, знаешь, относишься. И душа, что ли, еще стали такая открытая, всех стала я любить, там всех как-то красивые, замечаю все хорошие вещи в людях. Это уже материнская любовь, наверное, автоматически. Я считаю, хорошо, что я родила дочку. Теперь можно спокойно думать о карьере.
Ее карьера началась с победы на республиканском песенном конкурсе «Золотой соловей», где председателем жюри была сама Галина Шейдакбаева. Оперная дива не только вручила выпускнице интерната гран-при, но и помогла ей поступить в Восточно-Сибирскую академию культуры и искусства на вокальное отделение. Конечно, потом большинство вот этих слов даже не понимала, что за слово, что мы проходим. Но главное, самое большое усилие, конечно, я делала на вокал. Уже на первом курсе на Бадмаханду обратил внимание художественный руководитель театра песни и танца Бадмас-Исек Дандар Бадлуев. Он предложил ей работу в театре, а спустя 5 лет у певицы состоялся первый сольный концерт, на котором ее впервые увидел будущий продюсер Константин Ханхалаев, тогда еще директор ночного клуба «Квартал». Он звонил, когда я работала в Бадмас-Исеке. Сказала, я хочу вот вашей девочке как бы помочь, пускай она приходит к нам. Я сказала, я думаю, что он меня зовет туда, чтобы я пела. Сказала, передайте ему, что я в ночных клубах не пою. И на этом закончилось. Они познакомились спустя 3 года, когда Ханхалаев стал продюсером скульптора Дашином Дакова, а Бадмаханда стала мамой. Однажды Константин Казакович позвонил сидевшей в декрете Бадмаханде и попросил ее выступить на открытии выставки Даши в Иркутске. Я говорю, не знаю, может, я не смогу. Он говорит, вы можете кого-нибудь вместо себя найти? Я думала, кого же. Потом, не знаю, нету, кажется, говорю. А он говорит, я бы вам могла заплатить, говорит, денег. Я говорю, сколько? Он говорит, $200. Я говорю, ой, $200, когда я декретная, у меня же денег мало. Честно говоря, я туда поехала из-за денег, что он заплатит, у меня появится денег. И вот так и приехали, познакомились и до сих пор. Он очень умный, интеллигентный, умеет слушать людей. Это для меня было очень важно. А кому-то говоришь, что это он раз слушает и о чем-то другом говорит. Меня безумно это бесит, честно говоря. А он умеет слушать. Он духовно даже людей развивает. Когда меня встретил, он говорил, нужно тебе поменять прическу, нужно одеваться хорошо, нужно тебе похудеть, говорит, в первую очередь. До работы с ними я не умела импровизировать. Вообще, что такое импровизация, я не знала. Когда он бывает в магазине диск, он очень много дисков покупает. И вот этот диск себе оставляет, и музыканту дает нашему, и мне дает, чтобы послушать. Слушайте больше музыку, читайте много книг, говорит. И мне говорило, что чтобы у тебя русский язык развивался, тебе нужно много читать, говорит. И нужные слова находить. Это было, конечно, для меня очень большой урок. После этого я стала даже сама покупать. Мне безумно интересно было такие диски покупать. Люблю фильмы смотреть. Мне безумно интересно. Это, конечно, передалось опять от Ханхалаева. Он ставит перед нами это фильм и говорит, смотрите, какая шикарная вот музыка, смотрите, какой пейзаж, какая работа операторская, говорит, какая работа режиссерская, как работает художник. Я раньше вообще на это внимание не обращала, а теперь уже на все обращаю внимание. Имеет значение, для кого петь и когда петь? Для меня все зрители одинаковы, не имеет абсолютно никакого. Перед простым народом споешь, перед главой государства это одно и то же. Та же у меня ответственность одинакова. Даже, может быть, перед народом даже больше. Она народная певица, и перед главой государства выступить может, и на народной свадьбе не растеряться.
почему бы нет? Я пою сейчас в юбилеях, свадьбах пою. Но, конечно, это смотря кто просит. Но когда друзья просят, я тоже не могу отказаться. Я такой человек, если кто-то просит, вообще не могу отказываться. Мне так неудобно отказываться, от этого я мучаюсь. Отказаться от выступления на этом юбилее было просто невозможно. Во-первых, юбиляр, режиссер театра песни и танца «Байкал», где Бадмах Анда официально работает. Во-вторых, он отец друга, тоже народного артиста. Дамы и господа, хотели бы представить для вас человек-оркестр из заслуженной артист Республики Бурятия, заслуженный артист Монголии Балбансырым Баттушин. Да, самый чистый кристальный голос, бриллиант нашей республики, Бадмах Анда Юшева, моя сестра, между прочим. Да. И, конечно же, я самый низкий, самый дурак. Был один раз момент, что мне надо было обязательно выступить, а у меня голоса нету. Мне пришлось 2 песни спеть как-то под фонограмму. Это, конечно, безумно некомфортно, это неуютно. И даже не... Хоть сама поешь, но душа не тот. Потому что хочется просто своим пением, глазам рассказать, что за песни народом передавать. А такого не получается. Такая думаешь, то ли хоть бы звук не это, хоть бы техника не подводила, хоть бы я в рот вовремя открыла, хоть бы я не забыла этот момент. Хочется среди пения что-то сказать, это вообще невозможно. Думаешь, вообще, это, конечно, это катастрофа точно. Поэтому живой оркестр, это живой музыкант рядом, когда играет, это большая поддержка, совсем другое ощущение. Живой музыкант рядом – это чаще всего мультиинструменталист Баттушин. Это с ним она на гастроли ездит, это звук его лимбе и маринхура слышен на ее дисках. Их у нее 4 уже. Песни на альбомах повторяются, но аранжировки каждый раз разные. Для диска «Блю Монгол», который вышел в Америке, известный джазовый музыкант постарался Рос Филрат. Это была его идея – соединить в одном альбоме джаз с бурятским фольклором. Говорят, неплохо получилось, но диск пока продается только в Америке. Америка для Бадмах Анды – гостеприимная страна. Осенью прошлого года певица дала там 9 концертов в 7 штатах. Это был очень удачный турне, потому что я таких еще концертов я не участвовала, потому что это очень большие залы всегда были. Хороший зал, хорошая сцена, хороший звук. Я поразилась, как люди профессионально занимаются там этими делами. Хороший отель. Когда вот хорошо спишь, хорошо устроено, это же нормально. Это был уже 10-й ее визит в США. Впервые она увидела Бродвей в конце 90-х, когда участвовала в театральном проекте Саяны и Ржены Жамбаловых. В 2006 году они с Баттушиным не только на Манхэттене во время Хэллоуина засветились, но и на самой престижной сцене Нью-Йорка выступили. Это интервью бурятских музыкантов американскому телевидению за пару часов до знаменитого выступления в Карнеги-холл. Это незабываемое впечатление. Даже сейчас я не верю, я туда попала. Это, конечно, мечта всех музыкантов. Самый большой зал в Нью-Йорке. Вот. Даже, говорят, на эту тему бывает анекдот, нам рассказывали,
что двое едет в метро, и один спрашивает, говорит, двое музыканты едут тут в метро, спрашивает, говорит, как попасть в Карнеги-холл? А другой отвечает, говорит, репетировать, репетировать и еще раз репетировать. Вот. У меня есть новые песни. Пока я не делала, но у меня очень много. Я материалов потихоньку собираю. И хочу сейчас еще один сольный концерт сделать, чтобы этот концерт был не похож на предыдущий. Много работаю с композиторами. У нас в Бурятии очень много хороших композиторов. Стихи мне дают поэты. Есть чем заняться. Хочется по-творчески развиваться еще больше. Хочется еще много петь, хорошие песни петь. Чтобы не только я пела то, что мои спетые песни оставались как народная музыка. Вот наша бурятская песня, многие песни же от поколения в поколение, сколько уже лет так и передается просто. Хотя бы то, что я пела первый раз исполнение, это же так же, как народная музыка, так оставались среди народа. Я люблю вообще быть первыми исполнительницами. Я не люблю то, что кто-то исполнял, потом повторить эту песню. А вообще любите быть первым во всем? Кому не хочется? Всем хочется. Но смотря как. Вот. И где. Ну вот.